Иван Морозов вошел в историю как талантливый руководитель, благодаря которому Коми стала ведущим промышленным регионом Советского Союза. С его именем связана целая эпоха нашего Северного края и годы бурного экономического роста. В памятный день, посвященный столетию со дня рождения Ивана Павловича, сотрудники Интинского краеведческого музея организовали встречу поколений, пригласив на мероприятие старожилов города и школьников. Подобные мероприятия, посвященные памяти известных выдающихся личностей республики и Инты, музейные хранители проводят регулярно. Сегодня не просто обычный день. Сегодня юбилейная дата выдающегося человека, важного для города Инта и его жителей. Речь пойдет об Иване Павловиче Морозове. На нашем мероприятии приветствуют жители и ветераны города. Скоро близится большой праздник. 4 октября Инте исполнится 70 лет. Город, как и люди, имеет свою биографию. Родился, рос и изменился до неузнаваемости. От палаточного городка геологов, названного «Рудники Большая Инта», до красивого, уютного города с детскими садами, школами, с богатым промышленным потенциалом. Наивысшую точку рассвета Инта получила в 60-80-е годы. В этот период во главе нашей республики стоял Иван Павлович Морозов. Он немало сделал для развития Севера, в том числе и нашего города. 30 сентября исполнилось бы 100 лет со дня рождения Ивана Павловича. У нас с вами есть возможность вспомнить о нем. С именем Ивана Павловича Морозова связана целая эпоха в истории республики. Под его руководством Коми СССР в 60-80-х годах стала одним из самых интенсивно развивающихся регионов страны. Никогда не был руководителем дистанционного управления, сложной машиной республиканского хозяйства. Он был прост и доступен для товарищей по работе, для руководителей и рядовых тружеников. Его можно было встретить на шахте и на промысле, на заводе и на стройке, леспромхозе и совхозе, в школе и доме культуры. Морозов Иван Павлович проявил завидную целеустремленность в создании новых отраслей экономики и отдельных предприятий. Благодаря энергии и умению преодолевать любые преграды, в том числе бюрократические, среди тайги и тундры выросли такие гиганты, как крупнейшая в Печорском угольном бассейне шахта Варгашорская, Печорская ГРЭС, Сыктывкарский ЛПК, нефтяные и газовые промыслы Усинска и Буктыла. В 1979 году открылось движение на трассе Сыктывкар, Обьячево, Летка, Мураши. Фамилия Ивана Павловича Морозова есть в советском энциклопедическом справочнике. Имя Морозова носит наша Интинская улица, одна из улиц Сыктывкара, реабилитационный центр для детей-инвалидов в Лимью и краеведческий музей в Межадаре, на его родине. При его поддержке был открыт университет, построен ЛПК и другие промышленные объекты. Весть о смерти Ивана Павловича всколыхнула всех. В печати появился некролог, подписанный руководителем СССР и Коми СССР. В 4 часа десятки тысяч сыктывкарцев приходили прощаться спокойным. Затем центральный момент траурной процессии – гроб на лафете. 3 ордена Ленина, орден Октябрьской революции, орден Трудового Красного Знамени, знак почета, болгарские ордена и медали, боевые награды, медаль за боевые заслуги, которую он получил на фронте в 19 лет и особенно ее ценил. Бесчисленное количество венков, цветов, море людей и боевой салют на кладбище. В завершении встречи с приближающимся юбилеем города всех присутствующих поздравила Екатерина Сомова, солистка Дома культуры «Октябрь». Интинская осень прекрасная, с листвой под ногами, с дождем. От желтого ковня красному ты наш разукрасила дом. Такая загадочно разная, как сказочный сон наяву. Интинская осень прекрасная, и я в твоей сказке живу. Рыжая красавица,
Также состоялось открытие выставки, приуроченной 70-летию Инты под названием «Город с непростой судьбой». Присутствующие получили возможность свободно перемещаться и изучить каждую фотографию, документ и экспонат, узнать новые факты о городе и обсудить свои впечатления.